В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Наступивший год в республике объявлен годом труда. В ближайшие дни будет утвержден план проведения года труда в Якутии. Гость в студии Николай Дегтярев, председатель Федерации профсоюзов республики Саха-Якутия. Николай Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, уже были озвучены планы мероприятия на год труда. Давайте расскажем про самые ключевые, которые намечены. Еще раз добрый день. Ну, хочу сказать, что Министерством труда и социального развития Республики Саха-Якутия была сформирована структура вообще плана мероприятий на 8 блоков разделенные. Ну, хочу сказать, что, конечно же, первым идет там оздоровление, улучшение условий для трудящегося человека, да, вопросы охраны труда. Один из важных вопросов, которые нас очень интересуют, это, конечно же, вопросы политики оплаты труда, повышения уровня заработной платы, ну и другие. Поэтому мы уже не раз эти вопросы поднимали, поэтому и есть свои наработки, поэтому мы сразу еще до конца года мы уже свои предложения вносили. Многие из них уже включены в план, проект плана, многие, ну, некоторые исключены, но мы думаем, что все-таки мы также сами разработали свой план мероприятий по году труда Федерации профсоюзов, ну, и поэтому будем их реализовывать. Здесь, ну, вы знаете, недавно совсем также прошло стратегическая сессия с привлечением общественности, объединения работодателей, муниципальных образований. Так что дополнительно были внесены достаточно много хороших предложений в плане мероприятий. А какие меры поддержки человека труда и усиления мотивации на работу вы предлагаете установить? Ну, вы знаете, в предприятиях, организациях на отраслевом уровне достаточно много наград моральной поддержки разработаны, да, различные положения, знаки, звания. Но в республике, на наш взгляд, отсутствует вообще государственная награда по труду. Вы понимаете, да, вот еще в 2013 году президентом страны учрежден звание Героя труда. Да, после этого уже наши 3 прославленных человека стали героями труда России. Это Михаил Николаевич Готовцев, да, Владимир Африканович Михайлов, Варвара Михайловна Устинова. Да. И вот вся эта система выстроена так, что их рассматривали как уже обладателей различных государственных наград. Но советских времен, да, они являлись кавалерами различных государственных наград, а сейчас дальше кого продвигать в Герои труда? Вот здесь, конечно, есть вопрос. Мы не говорим о Героях труда, потому что она должна быть уже обязательно на федеральном уровне. Но чтобы дальше идти, нам нужна обязательно своя государственная награда. Этот вопрос мы поставили. Конечно, надо вообще актуализировать, систематизировать систему поощрения. Вот когда стратегическая сессия проходила, этот вопрос тоже многим поставили, поэтому и с этой точки зрения мы будем вносить свои предложения. Да. Поощрение в коллективах лучших работников тоже является, по сути, пропагандой труда. Какие мероприятия планируются в этом направлении профсоюзом? Но прежде всего, вообще трудовые отношения у нас зависят, как говорит Кодекс о труде, Трудовой кодекс нашей Российской Федерации говорит о том, что 1/3 вообще трудовых отношений идет ссылка на коллективные договора. Необходимо в рамках нашего расширения социального партнерства рассматривать вопросы вообще социальных гарантий для человека труда, да, установление безопасных условий труда. Поэтому мы в этом году более усиленно проработаем в вопросах разработки, заключения коллективных договоров. Вот это главное. Да? Ну а в дальнейшем я не раз отмечаю, что в предприятиях, организациях, да, чествуют
хороших специалистов, людей труда. Здесь мы дополнительно хотим, ну и в послании главы республики об этом говорила, чтобы предприятия, организации обращали внимание своим ветеранам труда. Есть такие организации, как общественные организации, как советы ветеранов труда. Поэтому хотелось бы все-таки еще раз на это обратить внимание. У нас достаточно много и ветеранов, и пенсионеров, ушедших на заслуженный отдых. Нам необходимо будет обращать на них внимание. Но всех работающих людей также интересует вопрос заработной платы. Какие предложения направили в этой части? Ну, во-первых, надо очень четко систематизировать, да. На протяжении многих лет мы добиваемся принятия порядка ежегодной индексации оплаты труда бюджетных работников. Хотя это говорится в 134 статье Трудового кодекса, но принимается это нормативно-правовым актом. К сожалению, и не только у нас в республике, по всей России этот вопрос остается открытым в зависимости от финансовых возможностей бюджетов. Да? Поэтому все-таки мы очень надеемся, что с нашим социальным партнерством, правительством, с работодателем мы добьемся, чтобы все-таки каждый, если у нас есть инфляция, должна быть и индексация, чтобы индексация ежегодная была с 1 января. К этому будем идти, тем более в этом году мы подписываем новые трехсторонние соглашения с правительством, работодателями уже на трехгодичный период, поэтому хотим, чтобы все-таки это было уже узаконено. Но 2023 год профсоюзами страны объявлен годом укрепления социального партнерства. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Да, вот на федеральном уровне ФНПР мы еще в прошлом году на Генеральном совете этот вопрос рассматривали. Есть моменты принятия достаточно серьезных нормативно-правовых актов, затрагивающих социальные и трудовые отношения, но без учета, даже без рассмотрения на РТК. Что, конечно, противоречит уже подписанным соглашениям, и Генеральному соглашению, и нашим соглашениям. Поэтому здесь нам стоит все-таки совместно, опять же, с нашим социальным партнером, с правительством, работодателями этот вопрос расширить. Все главные стратегические документы, принимаемые, ну и в том числе касательно социально-трудовых отношений, должны все-таки обсуждаться на трехсторонних комиссиях. А после принятия. Не зря при поправке Конституции Российской Федерации была внедрена статья о развитии социального партнерства. Раньше такого у нас в Конституции не было, поэтому это уже конституционные права и обязанности, да, сторон. Поэтому в этом вопросе мы однозначно работу будем расширять. Ну и вот буквально тоже на данном Генеральном совете ФНПР было рекомендовано, если мы ранее, у нас трехсторонние комиссии проходили ежеквартально, то сейчас предлагается не менее одного раза в 2 месяца. Да? Поэтому вопросов действительно очень много, но мы стараемся здесь в республике эти вопросы рассматривать в рабочих группах без выхода в целом на республиканскую трехстороннюю. Я хочу выразить благодарность и стороне работодателя, и стороне правительства, что все-таки у нас вот социальное партнерство достаточно на высоком уровне. Николай Николаевич, у нас еще есть с вами время, и я бы хотела спросить ваше личное мнение о развитии и о перспективах профсоюзного движения в России. Ну, профсоюзы, как говорят, есть, были и будут, пока есть трудовые отношения. Да? Да, мы отмечаем, что все-таки где малый и средний бизнес, новые отрасли, да, в IT-отраслях, к сожалению, очень много. Также у нас созданы рабочие места, отдельные вот частные клиники, да, образовательные учреждения. К сожалению, в этих вопросах охват профсоюзного членства
фактически отсутствует. Нам поэтому возможностей работы для профсоюзов, отраслевых профсоюзов, это очень много. Очень много у нас, ну, уже после достаточно серьезного развала сельского хозяйства, ну, я не хотел бы сказать, но раньше совхозы были, а сейчас это в большей степени крестьянские, фермерские хозяйства. Там очень много вопросов, и, к сожалению, там тоже охват профсоюзным членством фактически нет. Только перерабатывающих наших кооперативах или больших организованных хозяйств. Поэтому работы много, а профсоюзы — это представители работников, поэтому мы всегда будем востребованы. Перспективы все-таки есть развитие. Да, профсоюзы конечно, будут. хотя и есть тенденция снижения, но в большей степени это связано с сокращением рабочих мест, ну, уже в организованных и в бюджетной сфере. Как Юрий сказал, все равно очень многие организации переходят, ну, государство переводит государственные услуги на негосударственные. Поэтому в этих вопросах есть сложности, но я думаю, что наоборот сейчас настала пора работникам, чтобы защищать свои права, создавать свои профсоюзы. Что ж, Николай Николаевич, спасибо вам большое, что пришли, ответили так подробно на наши вопросы. Я вас благодарю. Желаю развития, конечно же, профсоюзам всей России. Спасибо. Спасибо. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.